Группа, которая увезла гуманитарный груз из Коми для жителей Юго-Востока Украины, вернулась в республику. Вместе с ней в Сыктывкар приехали беженцы из Луганской области, родственники сыктывкарки Юлии Музыка, которая инициировала сбор помощи. В столице Коми группу встречали представители Союза ветеранов Афганистана и журналисты. Репортаж Виктории Палкиной. Дорога от российско-украинской границы до Сыктывкара заняла 2 суток. Ехать в Коми хотели 2 десятка беженцев, но места в «Газели» хватило только для 5 жителей Луганской области, в том числе и 8-месячного ребенка. Ждем поддержки и думаем, что все будет хорошо. А там уезжали уже и в село Павловку, где мы жили, в Медвежанку, и в Перевальск обстреляли, Алчевск обстреляли. Сестры Севастьяновы в Коми впервые. На Украине осталась их мама. Девочки верят, что все будет хорошо, но пока домой возвращаться не хотят. Границу прошли хорошо, думали, что не пройдем ее, как говорят, много там военных и все такое. Прошли хорошо, ехали в автобусе с затруднением, да, как маленький ребенок на руках. Наша группа забрала жителей Юго-Востока Украины в Ростовской области. В палаточном лагере в 2 километрах от границы, который обстреляли за несколько дней до прибытия Сыктывкарской партии гуманитарного груза. По словам сопровождающих, в этом пункте для приема беженцев все обустроено. Удобное размещение, есть душ и даже церковь. И лишь изредка по ночам слышны звуки выстрелов. Нас очень тепло встретили, нам чай, кофе предложили, нам предложили даже поспать, потому что мы оставались до утра, так как был маленький ребенок, и нам пришлось ждать. И мы уже были 2 суток дороги, нам даже и одеяло предложили. То есть там организация на высшем уровне. Самое основное, что я вынес из этого лагеря беженцев, на мой взгляд, как бы это пафосно не выглядело, это сосредоточие людской беды. Потому что там у каждого человека, который находится в пункте приема беженцев, то есть у каждого человека своя боль. Разных видов, но боль одна и та же. На этой неделе всем приехавшим в Коми украинцам должны оформить статус беженцев. Пока местные активисты решают квартирный вопрос. Скорее всего, для семей из Луганской области снимут жилье. Тем временем сбор гуманитарной помощи продолжается. Сыктывкарцы по-прежнему несут продукты, одежду, медикаменты и деньги. Сбор средств продолжается, он аккумулируется здесь в Союзе ветеранов Афганистана. И примерно через месяц мы планируем эту акцию повторить. Поэтому призываем не останавливаться на достигнутом. Сегодня ополченцы Юго-Востока Украины сообщили, что весь гуманитарный груз из Коми дошел до адресатов. Хотя были попытки перехватить коробки с продуктами и медикаментами. Виктория Палкина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.